у национальных литератур и языков есть ресурсы сопротивления. И мы должны теоретически осознавать, в чем эти ресурсы и как можно поддерживать наши языки и литературы. Я буду говорить на примере татарского языка и литературы, но он стандартен. Нация татарская разделена по языковому принципу. Примерно 1/3 татар уже не знает национального языка. Не читает, не пишет, не говорит. И продолжают себя, как правило, идентифицировать как татары по разным причинам. По происхождению, этносу, религиозным убеждениям, по быту своему, по психическому складу. У них это субкультура, которая существует в общей татарской нации. У них есть литературные, музыкальные и другие интересы. И вот я выдвигаю тезис, он дискуссионный, что нам надо создать термин, словосочетание, понятие «национальная литература татар». Вообще-то не мы с вами решаем, что будет с литературой. Мы можем обсуждать, что возможно, что будет, а решают то, что будет с литературой, таланты. Таланты, писатели, поэты, драматурги. У писателей есть право соотносить себя с любой традицией. Вот. И зачастую очень интересно, что национальные писатели, которые перешли на русский язык, они не хотят быть русскими писателями, они не осмысляют себя вот в поле русской литературы. У них четкая, устойчивая и такая художественно активная национальная идентичность. И здесь я как раз возвращаюсь к реальности родной удмуртской литературы. У нас есть замечательный писатель Вячеслав Ар-Серги. Он, кстати, достаточно хорошо известен в Татарстане, в Казани выходили его книги. Вы знаете, вот происходит некий щелчок. Нажимается какая-то внутренняя кнопка, да, в сознании, в мышлении, и человек, который много лет писал на родном языке, прекрасно писал, речь идет о высоком художественном качестве, вдруг начинает писать по-русски. И вы знаете, здесь речь идет об очень большой художественной неудаче, потому что корпус текстов, которые вот иллюстрируют этот переход с языка на язык, свидетельствует о том, что не происходит переключение на внутренний синтаксис другого языка. Это, вы знаете, на самом деле достаточно контрастно и спорно, потому что в его произведениях очень много ошибок. Грамматических ошибок, стилистических ошибок. То есть сразу ты видишь, что это написано не по-русски. И вы знаете, у писателей все-таки есть определенная художественная логика и хитрость. Вот. Ар-Серги придумал такое определение «нерусский русский язык». Мы приближаемся к трагической ситуации. Вот эта потеря татарского языка, литературы, еще вот 1/3 татар не владеет татарским, еще больше они не считают. Это связь, вот это отсутствие национальных школ. Отсутствие национальных школ. Еще это преподавание, изучение на своих языках. Это автоматически многие вопросы решаются. Вот у нас, как Туфан Миннуллин был, великий драматург и публицист, он говорил, вот у него, вот, наверное, Ахат хорошо помнит, кто не пишет на татарском, я считаю его не татарским писателем. Конечно, спорно, примеры исключений есть, он говорит, в сущности прав. В сущности он прав. Мы всякими вот силами хотим оправдать, что вот на русском тоже надо писать, что такое, и здесь вот при разговоре как-то доминирует этот мотив. Товарищи, давайте реально смотреть. И вот судьба наших народов, и судьба народов как нации уже зависит от языка. Ушел из жизни Альберт Разин.
Не верьте прессе. Он не был сумасшедшим. Я прочитала 3 открытых письма обращения к правительству. Это был настоящий ученый, сын удмуртского народа. И сегодня здесь первое, что мы с вами должны сделать, встать и почтить память. Это Данко, который отдал жизнь за свой язык, за свою культуру, обратился к своему миру. Давайте почтим память этого человека. Он сгорел факелом. Сигнал бедствия. Мы умираем. Вот какой итог нашей секции. Я вот за ночь прокрутила весь интернет. Он пошел на тот шаг так же, как ряд других, когда в Чехословакию Россия зашла, сгорели факелом люди. Он так ведет диалог с миром, показал. Умирает его язык и нечего ему жить. Вот такое трагическое время мы живем. Так, завещание какое там? 20 страниц текста он разъяснил своим депутатам, 20-летним, 30-летним, которые не знают, что такое удмуртский язык, что такое удмуртские национальные образы мира, что такое удмуртская идеология. Он все на пальцах обычным языком разъяснил. Прочитайте 20 страниц текста.